С 8 по 11 августа 2013 года в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира по спортинг-компакту. Впервые за всю историю этого спорта медаль чемпиона мира завоевал россиянин. И этим россиянином стал спортсмен из Якутии Аял Макаров. 13 августа спортсмен вернулся в Якутск. Чемпиона мира торжественно встретили в аэропорту хлебом, солью и кумысом. До победы Макарова лидерами в спортинг-компакте считались спортсмены Франции, Великобритании, США и Италии. Но Макаров оставил далеко позади действующих чемпионов мира и призеров соревнований и с результатом 193 из 200 завоевал титул чемпиона мира. Ну, самому даже не верится, что выиграл чемпионат мира. Были достойные конкуренты, 4 чемпиона мира и лучшие стрелки мира были. И благодаря тренировкам и благодаря нашей якутской земле я ощущал поддержку моих болельщиков. Я выиграл чемпионат мира. И даже до сих пор не верится, что так получилось. Россияне и мы очень обрадовались, что такого еще никогда не было. Я доказал, что в Европе и в Америке, что и в России есть стрелки, которые могут стрелять. 9 августа в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялся первый международный турнир по тайскому боксу ММА «Новая эра. Начало». Всего было 10 боев. 5 рейтинговых с участием республиканских спортсменов и 5 основных, где спортсмены сборной республики выступили против спортсменов сборной мира, которую представляли бойцы из Бразилии, Таиланда, Белоруссии, Китая и Дальнего Востока. 2 из 5 основных боев удалось выиграть нашим спортсменам. Борис Федоров отправил в нокаут Евгения Иванова из Хабаровска, а победа в бою между Григорием Поповым и Люкманом фон Чанхонбури из Таиланда была присуждена судейским решением нашему бойцу. «10 августа город Якутск отметил праздник, который считают своим миллионы наших сограждан – Всероссийский день физкультурника. В этот день прошли массовые спортивные мероприятия, посвященные этому празднику. Так, на городском пляже состоялся чемпионат республики по пляжному волейболу, где на нескольких волейбольных площадках соревновались спортсмены со всей Якутии. Там же, на песке городского пляжа, прошел открытый турнир по пляжной борьбе среди мужчин и женщин. На спортивной площадке по улице Губина все любители стритбола могли наблюдать за турниром по уличному баскетболу среди мужских и женских команд. В Якутии в спортивно-развлекательном комплексе «Техтюр» открылся первый на Дальнем Востоке и второй по всей России воднолыжный буксир, который предназначен для тренировок и проведения соревнований по всем дисциплинам воднолыжного многоборья. Открытие воднолыжного буксира позволит придать воднолыжным видам спорта массовость и доступность. В «Техтюре» уже проводятся тренировки спортсменов по вейкбордингу. В следующем году планируется создать федерацию вейкбординга и провести чемпионат. Вейкборд изначально придумали серферы, когда нет ветра, они скучали на берегу, скажем так, океана. Вот. И потом придумали тоже доску, прикрепили к ней 2 ботинка, привязали и за любым буксировочным, скажем так, средством, значит, исполняли всевозможные трюки. Значит, на нашем озере построен трамплин. То есть ничего сложного нету. В принципе, те, кто катается на сноубордах, с первого раза встают и на вейкбординг. 10 августа на стадионе Туймада состоялся матч 1/64 розыгрыша Кубка России по футболу. Наши футболисты продолжили свою серию побед и обыграли футбольный клуб «Белогорск» со счетом 2-1. Оба гола якутяне забили в самом начале матча. На 10-й минуте, отправив мяч в девятку, счет открыл Константин Мальцев. И еще через 9 минут из пределов штрафной Кирилл Кулешов забил второй мяч. Таким образом, футбольный клуб «Якутия» вышел в 1/32 Кубка России и уже 1 сентября примет в Якутске футбольный клуб «СКА Энергия Хабаровск». Я считаю, что сегодня нас, конечно, и Кирилл выручил, и нас выручил штанга, перекладина. Это нам, как вы сегодня сказали, повезло как хозяевам, свое поле. Просто чисто повезло. Но, естественно, что могу только отметить характер своих ребят. Понятно, что 6-я игра за 15 дней.
Это очень сложно, очень сложно. Поэтому я не знаю, откуда они там черпали уже силы, ребята. Но где-то они их нашли, выстояли, где-то повезло, где-то выдержали, где-то надо было под мяч лечь, легли. И такие победы, они, скажем так, вдвойне приятные. Тяжелые, трудовые. Поэтому игра была сегодня очень для нас тяжелой. И команда Белогорск показала прекрасный футбол.